Валериан Ахметович, у вас есть вопрос к стороне ответчику? Вы это включите микрофон и... Включу. Да. Вот у меня к вам вопрос. Смотрите. Такой порядок исключает, вы говорили, злоупотребление правом на обжалование, ускоряет разрешение спора и исполнение судебного акта. Что вы имели в виду ускоряет? Во-первых, у гражданина есть возможность оспаривать решение следственного органа в первой инстанции и во второй инстанции, да? И хотелось отметить, что сроки исполнения по сравнению с делами, рассматриваемыми судами уголовного дела, скажем, по существу, они разные. То есть есть разница между ними. И в этих целях законодатель установил такой двухступенчатый, можно сказать, да, порядок рассмотрения решения следственной судьи. Может быть, просто уточняющий. Пожалуйста. Вы считаете, обжалование попыткам, это злоупотребление правом? Или что это такое, если человек обжалует, что к нему применены пытки, если он в Верховный суд подаст такую кассационную жалобу? Это злоупотребление? Во-первых, именно, я думаю, Конституцию именно есть здесь норма, что все граждане все равны перед законом и судом. То есть все уголовные дела, скажем, о пытках, там, по другим делам, они должны, скажем, рассматриваться идентично. И не должны быть другие какие-то исключения, скажем. Спасибо, у меня нет. Понятно. Еще вопросы есть? Нет? Все, больше нет. Мне пока. Уважаемые судьи, есть вопросы к стороне ответчику? Спасибо, присаживайтесь. Есть Мергуль Расулбековна, пожалуйста. Как вы думаете, когда законодатель устанавливает какие-то ограничения или требования, он должен рассматривать с точки зрения таких ценностей, как приоритета ценностей, в данном случае ценности достоинства человека, или все-таки приоритет он должен устанавливать в части правовой определенности, далее стабильности судебных актов и так далее? Хотелось отметить, что у вас есть ответ, да? Как я сказал, что в Конституции установлено, что государство само устанавливает порядок обжалования и определяется это законом. И этот порядок, он должен, скажем, также при установлении такого порядка, он должен учитывать и нормы Конституции, в которых заложено, к примеру, право на судебную защиту, право на пересмотр дела вышестоящим судом. То есть эти нормы он должен соблюдать. Еще вопросы есть, уважаемые судьи? Пожалуйста, Эмиль Джолдашевич. Как я уже говорил, в досудебном производстве решение, которое рассматривает следственный судья, там, как общеизвестно, принимаются различные решения. Но есть такая категория решений, которая предполагает прекращение досудебного производства. И вот в контексте того вопроса, который был сказан, вот вы эту проблему раскрыли с точки зрения интересов правосудия. Вот в данном случае соразмерность вы считаете соразмерным, да? Когда, скажем, прекращается досудебное производство, то есть вообще исследование обстоятельств какого-то, ведь не просто так осуществляется досудебное производство. Там произошло какое-то событие, которое нуждалось в расследовании, и которое каким-то образом касается в том числе интересов какой-то личности, да, индивида.
Вот вы раскрыли с точки зрения интересов правосудия, что да, не должно быть волокиты, да, должно как бы намного быстрее заканчиваться, скажем, вот стадия всех пересмотров и обжалования определенных действий, да, которые были совершены на стадии досудебного производства. А вот с точки зрения, скажем, интересов тех лиц, которые были, скажем, может быть, жертвами каких-то обстоятельств, каких-то событий, которые стали предметом досудебного этого производства. Вопрос понятен, да? Да. В общем. Ну, Ваша честь, я думаю, мы все должны уважать решения судей, мы должны доверять. Дело рассматривается первой инстанцией. Во-вторых, дело пересматривается. Когда дело пересматривается, это, опять же, не один человек решает, а коллегия решает в составе 3 лиц. И мы должны доверять всем решениям судей. У нас не должно быть недоверия, скажем, судьям. Понятно. Еще вопросы, уважаемые судьи. Уважаемые судьи, есть еще вопрос? Нет? Пожалуйста, да. Вы включите микрофон. Ага. Хотел бы хорошо очень... Вот, пожалуйста, вы мне скажите, пожалуйста, идет досудебное производство по пыткам? Идет. Скажите, в этом досудебном производстве, который проводит следователь сейчас по подведомости управления ГКНБ, могут быть нарушения материальные и процессуальные нарушения? Могут быть? Или там не бывает, у них все так чики-чики идет? Нормы материального права, процессуального права, я только беру то, что рассматривает, могут быть. Исключать я не могу. Возможно, может быть ошибки, но, опять же, вот эти ошибки, они, скажем, дают оценку судьи. Следственный судья дает оценку ошибкам. Или вы говорите, не могут быть или могут. У меня просто вопрос, могут быть или не могут быть. Если скажут не могут быть, тогда мы согласимся, значит, у нас досудебное производство, это вообще, попыткам это вообще хорошо. А если могут быть? Да, пожалуйста, ответьте, могут или не могут быть, вот конкретно ответ. Или затрудняюсь ответить, что у вас? Там целых по 2-3 тома иногда бывают рассматривать. Но следственный судья, я ему уточню, следственный судья, он рассматривает на постановление рассматривает, но он не рассматривает материалы этого дела, процессуальные и материальные права рассматривает. Он рассматривает, я обжалую постановление. Вот я поэтому спрашиваю, могут быть или не могут быть? Я думаю, не все идеально. Бывают, может, ошибки. Не все идеально. Это я согласен с вами, не все идеально. Могут быть процессуальные и материальные, могут быть нарушения законности. Это могут быть. И у нас, мы адвокаты, я бы мог привести примеры, просто много, если вдруг, я могу привести примеры такие. Хорошо, присаживайтесь. Еще Все, есть спасибо. Все, да? Так, пожалуйста, присаживайтесь, Разубеков Махсат.